Вот уже 2 года специалисты Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию трудятся над созданием единого государственного центра обработки данных. Задача не из легких, ведь главная цель – формирование системы хранения, использования, а также защита государственных информационных ресурсов. Позади меня виднеется телевизионная вышка, ну а наша съемочная находится на крыше городской телефонной станции. Именно здесь, на 2-м этаже, расположится центр обработки данных. Естественно, здание находилось в плачевном состоянии, можно сказать, потому что где мы сейчас находимся, на этой кровле, этой крыше, в принципе, она не функционировала, полностью протекала. Во время дождей вода достигала первых этажей здания. Естественно, вначале была отремонтирована данная кровля, полностью была заменена старая поверхность, и вы сейчас видите, в каком она сейчас состоянии находится. Выбор пал именно на это столичное здание, потому что оно прочное и безопасное. Это то, что нужно для создания такого важного объекта. Ведь ЦОД – это сооружение, в котором установлено серверное и сетевое оборудование для надежного и безопасного хранения данных, оцифрованные архивы и документы, базы коммерческих и государственных структур, персональные данные пользователей цифровых сервисов. Он обеспечивает бесперебойную работу серверов, сетевого оборудования и систем хранения данных. ЦОД, который появится в Абхазии, будет играть ключевую роль в цифровизации государственных услуг, обеспечивая доступность и оптимизацию работы. Кроме того, подобная система способствует развитию электронного правительства. Это способ предоставления информации и оказания государственных услуг, не выходя из дома, гражданам, бизнесу, другим ветвям власти и госслужащим. Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию сегодня занимается строительством центра обработки данных согласно постановлению Кабинета министров. Это среднесрочная программа, которая рассчитана на 3 этапа и на 3 года. Для чего это все необходимо для нашей страны, для нашей республики? Это будет ядром для цифрового развития нашего государства. Я даже могу сказать, что сердцебиение цифрового развития будет именно в том помещении, где будет работать Центр обработки данных. Сегодня в отсутствие ЦОДа какие-то элементы цифрового развития нашего государства, они все равно есть, они работают. Это, например, электронно-цифровая подпись, казначейская программа. На данный момент, занимаемся, создана специальная комиссия, есть постановление Кабинета министров по созданию электронного документа оборота в стране. Это тоже являются элементами цифрового развития, поэтому это очень важно для нас. В роли генерального подрядчика выступает компания «Система». В прошлом году отгородили часть помещения, возвели перегородки стен, построили машинный зал Центра обработки данных, энергосчетовое помещение, комнату дежурной службы, а также комнату отдыха для обслуживающего персонала. В машинном зале установлена система холодного коридора, состоящая из 10 телекоммуникационных шкафов. Это система холодного коридора, то есть, как вы наблюдаете, сверху поступает охлажденный воздух, поступает в этот коридор и непосредственно уже на телекоммуникационные шкафы для охлаждения работающего оборудования. Данная система позволяет оптимизировать охлаждение этого оборудования с наименьшими затратами по электроэнергии. Данный экран после ввода в эксплуатацию позволит в режиме онлайн наблюдать за всеми параметрами, за всеми датчиками, установленными в этом коридоре. Это датчики влажности, датчики температуры и датчики напряжения. Уже смонтирована система кондиционирования, газового пожаротушения, охрана пожарной сигнализации. В энергосчетовом помещении выполнен монтаж шкафов водно-распределительного устройства. В рамках строительства ЦОД предусмотрены 2 плеча питания. Это позволяет нам обеспечить, как мы знаем, все телекоммуникационное оборудование обладает 2 блоками питания. Соответственно, 2 плеча питания позволяют обеспечить бесперебойность работы, несмотря на все проблемы с электричеством, а для нас это очень такая наболевшая и избитая тема. Соответственно, 2 плеча питания, 2 дизель-генераторные установки позволят обеспечить
бесперебойность работы 24/7. Мы сейчас находимся в помещении, сделанном для дежурной смены, которые имеют возможность помимо контроля в будущем на установленном оборудовании всех параметров работы машинного зала, с помощью визуального контроля мониторить непосредственно все происходящее внутри серверного помещения. На данный момент ведутся строительно-монтажные работы по ремонту помещения дизельно-генераторных установок. Выполняются строительно-монтажные работы по ремонту коридора, ведущего к центру обработки данных, а также запланирован частичный ремонт помещения, где планируется разместить IT-персонал. В штатной структуре предусмотрено 25 человек. Самая большая проблема на сегодняшний день – это квалифицированные специалисты, которых не так легко найти. К сожалению, у нас стоит такая проблема, но ведутся работы. У нас уже есть несколько человек на определенные должности, и мы занимаемся поиском соответствующих квалифицированных специалистов. У нас еще есть время для этого. Я думаю, что мы сможем подобрать сюда штат, необходимый для функционирования данного объекта. Также сейчас выполняется и основная задача – обеспечения ЦОД коммутационным и серверным оборудованием, поставка которого ожидается уже в следующем месяце. Хотел бы подчеркнуть несколько моментов. И вот то, что касается поддержки со стороны правительства, страны Министерства финансов, была оказана огромная помощь и поддержка. Они нам на всех этапах нашей работы помогали, оказывали помощь, подсказывали. Министерство экономики, отдельную благодарность хочу выразить депутатам парламента. Они смогли нас выслушать, понять и оказали поддержку. Большое им огромное спасибо за то, что они нам поверили и оказали такую помощь. Открыть единый центр обработки данных планируют в конце декабря текущего года. Гугуца Вардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.